все вырвали из розеток и вот так вот вытащили. Просто я считаю варварским способом. Спокойно сидели, работали. Түзодап тияқта. Вы должны все описать. Какие документы, что у нас ушли, а не коробки. Сегодня нас по предписанию, судебному предписанию выселяют из здания факультета усовершенствования врачей. Это тот центр, который занимается установлением инвалидности, как взрослым, так и детям. И то, что нуждаемость в уходе, то, что назначение идет персонального ассистента, как раз таки занимаемся мы, республиканский центр. Практически это единственный, конечно, он один центр, он должен быть один на всю республику. И мы работаем как раз таки рядом со всеми клиниками. Почему? Потому что со всей республики приезжают у нас и колясочники бывают, и с ампутациями у нас бывает, и психохроники бывают. Это тот центр, который дает все консультации по всей республике. Практически мы должны работать здесь с клиниками рядом, потому что все и охрана материнства и детства, институт кардиологии, национальный госпиталь, все рядом. Все консультации проводили здесь мы, только мы проводили. Именно по инвалидности наших граждан. К сожалению, на сегодняшний день нас выселяют. Альтернативное помещение, как они говорят, которое было предоставлено на Фучика, оно не соответствует. Да, мы там сделали ремонт. Я в прошлом году сделала ремонт 2 комнат, но, к сожалению, там всю канализацию прорвало, и весь наш ремонт ушел ни во что, он ушел практически. И там эти комнаты, конечно, они не соответствуют. И практически отдаленный, очень отдаленный участок для всех инвалидов. Мы этот вариант тоже рассматривали. Вот новый министр, он был у нас, Худайберген Базарбаевич, он отсрочку брал у них, действительно, это 2-й раз уже, но на 2-й раз они никого уже не слушают.